О самых заметных событиях вторника, 18 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Культурный десант. Певцы и артисты из Якутии вылетают завтра в войсковые части Дальнего Востока. Какую программу представят? Осень – это сезон забоя животных и обновления мясного ассортимента на крестьянском рынке Якутска. Как меняются цены на главном продуктовом рынке столицы. Стать мамой – большое счастье. В честь Дня матери в Национальном центре медицины торжественно выписали новорожденных. Сколько мам и малышей отправились домой. 38-й театральный сезон в Нерюнгри стартовал. Артисты театра «Кукол» успели показать свои спектакли за пределами республики. Расскажем подробности гастролей. И первые вкатки. Национальные команды по лыжным гонкам из России, Беларуси и Казахстана открыли для себя лыжный сезон в Алдане. Якутянин отличился при исполнении служебного долга. Стрелок морской пехоты Тихоокеанского флота России, матрос Николай Горохов, действуя в составе десантно-штурмовой группы, обнаружил в лесополосе пулеметный расчет противника. Боевики открыли огонь, отрезав путь российским военным. Горохов, рискуя жизнью, подобрался к вражескому блиндажу и из гранатомета поразил укрепленную огневую точку. 3 врагов были уничтожены. Таким образом, матрос из Якутии Николай Горохов проявил мужество и отвагу на поле боя. Между тем, частичная мобилизация в Якутии продолжается. Об этом на брифинге сообщил военный комиссар Александр Авдонин. При этом, как ранее было сказано, никаких дополнительных объемов мобилизованных не было. Все идет плановым порядком. Военный комиссариат ведет работу по возвращению ошибочно мобилизованных. Минимальный срок подготовки, который был установлен 10 суток, он у нас, норма это превышается даже. Даже если человек, например, пройдя 10 суток, будет не подготовлен, все равно оставляется в местах боевого слаживания, пока уже полностью обучение не пройдется. Этот вопрос лично на контроле держит в Рио командующий войсками округа генерал-лейтенант Нусолев. Лично объезжает все воинские части и все места боевого слаживания. Айса Николаев навестил бойцов из добровольческого отряда «Ботур» в Центральном военном клиническом госпитале. Наши земляки в числе добровольцев выехали в зону специальной военной операции на Украине летом этого года. В формирование «Ботур», первый крупный добровольческий отряд якутян, вошли ветераны боевых действий, люди с разными военными должностями. Все добровольцы ранее служили в рядах вооруженных сил и находились в резерве. Проходящих лечение в военном госпитале в Подмосковье интересовали вопросы оказания помощи их семьям, сроки кредитных каникул, целевого бесплатного обучения детей в вузах и СУЗах за счет госбюджета. Глава республики заверил, что никто не останется без внимания. Тем временем Центр поддержки семей военнослужащих открыли в Якутске. Семьям и родственникам участников специальной военной операции окажут юридическую, психологическую, информационную и волонтерскую помощь. Об этом сообщил мэр столицы Евгений Григорьев. В дополнение к принятым мерам поддержки на федеральном и республиканском уровнях город будет выдавать единовременную выплату 30 тысяч рублей. Обеспечат и бесплатный проезд для детей в общественном транспорте. Меры поддержки также включают внеочередное зачисление ребенка в детский сад, отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок, продуктовый набор. А военнослужащие из Якутии, выполнявшие в течение 7 месяцев задачи в рамках специальной военной операции, получили возможность, пусть ненадолго, но вернуться домой. Это стало возможным благодаря частичной мобилизации. Прибывшие мобилизованные, особенно те, кто имеет за плечами боевой опыт, позволили кадровому составу вооруженных сил немного передохнуть. Участники спецоперации – это люди, которые по долгу службы и из чувства настоящего патриотизма отправились защищать мирных жителей. Мы с вами пишем историю в данное время. Она будет в учебниках через 100-200 лет. Об этом будут писать, об этом будут говорить. Вот сейчас мы не должны дать заднюю. Мы должны уже идти до конца, уже победить и искоренить всех этих фашистов, нацистов, которые находятся в Украине. Я, как человек, который был там в течение 7 месяцев, я все это видел. Как убивают мирных жителей, как обстреливают Донецк. Как школы, как детские сады обстреливают. Обычных мирных людей. Там не было военных никаких. А их просто каждый день обстреливают.
Много вопросов и обращений поступает от граждан, чьи родственники были мобилизованы. Об этом сообщил вице-премьер региона Сергей Местников. Дети военнослужащих должны быть обеспечены бесплатным питанием, независимо от муниципального образования и населенного пункта. Все главы районов и сел Якутии должны обеспечивать и гарантировать безусловное исполнение указа главы Айсана Николаева, подчеркнул Местников. Наши республиканские операторы детского отдыха и оздоровления, такие как «Сосновый Бор», а также детский центр оздоровления в селе Кемпедесь Унтарского района, уже в осенний период с ноября месяца готовы организовать отдых детей в своих базах оздоровления. Для этого сегодня организован сбор заявлений от заинтересованных. На сегодняшний день пока небольшое количество, но 16 заявлений мы получили. Еще одним из ключевых мер поддержки, которые глава республики в своем указе указал, это установление повышенных стипендий для студентов, которые обучаются в среднеспециальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. Данная мера также сейчас она объявлена, и в течение ближайшего времени нами будет проработан механизм. Согласно этим мерам студенты из семей военнослужащих будут обеспечены повышенной стипендией, независимо от уровня, то есть это СПО или высшее учебное заведение, а также будут обеспечены стипендиями те студенты, которые обучаются за пределами нашей республики по договорам целевого набора. А участники первой творческой бригады, вылетающие завтра в войсковые части Дальнего Востока, обсудили организационные вопросы пробной поездки и отладили концертную программу на совещании в Министерстве культуры. Целью командировки агитбригады станет поддержка якутян, призванных в рамках частичной мобилизации. Подробнее о культурном десанте узнала наш корреспондент Анна Пшенникова. Сегодня новобранцы из Якутии, призванные в рамках специальной военной операции, проходят интенсивную подготовку в учебных центрах Приморья, Амурской и Еврейской областей. Чтобы поддержать земляков, Республиканское министерство культуры приняло решение организовать творческую бригаду, целью которой станет поддержка бойцов. В основном это вокалисты, которые будут исполнять различные патриотические номера для того, чтобы поднять боевой дух наших земляков. И планируется, что на этой неделе уже пройдут первые выступления. Помимо этого, в дальнейшем, возможно, мы будем направлять также наших артистов в Донецкую и Луганскую народные республики для того, чтобы они также там проводили такие патриотической направленности акции. В состав бригады вошли артисты нескольких якутских театров и солисты филармонии. Возглавит команду артистов председатель Союза театральных деятелей Якутии, артист Сахатеатра Аял Амусов. Выезд в воинские части станет для местных артистов первым опытом. Помимо концертной программы, агитбригада повезет землякам подарки. Так, на совещании творческому коллективу были переданы аптечки, сшитые в мастерской Центра народного творчества «Симых», а также обереги и теплые слова поддержки. Программу в составе нашей бригады артисты наших театров, и чтобы наши парни помнили, что Якутия вместе с ними, мы передадим тепло наших сердец из холодной Якутии нашим парням. И главное, чтобы все было хорошо. Республика оказывает всемирную поддержку якутянам, призванным в рамках частичной мобилизации. Представители культуры принимают в этом самое активное участие. Учреждения культуры регулярно дают благотворительные концерты, сбор от которых поступает бойцам СВО и их семьям. Но не менее важно для них то тепло и слова поддержки, которые передают им земляки. Анна Пшенникова, Семен Семенов, Якутск. Идем далее. Правительство России продлевает действие программы семейной ипотеки до июля 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Льготными условиями можно будет воспользоваться при рождении ребенка до конца следующего года. Мишустин добавил, что в следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. Общий объем выдачи займов по прогнозам составит около 1 триллиона рублей. Он напомнил, что данная программа реализуется по инициативе главы государства и работает более 4 лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей с одним ребенком, который рожден не ранее 1 января 2018 года.
Общий объем доходов государственного бюджета Якутии на этот год составит свыше 318 миллиардов рублей. Это на 43 миллиарда больше прогноза. Увеличение связано с налоговыми поступлениями от предприятий, работающих на территории региона. Об этом сообщил министр финансов Валерий Жандоров. Ранее Асан Николаев отмечал, что в уточненном проекте бюджета должны быть сохранены все ранее заложенные мероприятия, а также ресурсы на оказание новых мер поддержки, в том числе семьям военнослужащих. Также более 40 тысячам бюджетников повысят зарплату. Второй этап повышения оплаты труда целевых категорий работников бюджетной сферы объявлен в республике. На эти цели направят дополнительно более 1,5 миллиарда рублей. Перерасчет проведут с 1 сентября. Так, на 9,2% вырастет оплата труда учителей и педагогов. На 8,2% вырастет зарплата у среднего медперсонала, учреждений образования и здравоохранения. На 7% станет выше оплата труда преподавателям и мастерам производственного обучения среднего профобразования. И на 3% повысят зарплату основному персоналу учреждений культуры. Зарплату увеличат, при этом цены на продукты сильно не снижаются. Например, осень – это сезон забоя животных и, как следствие, обновления мясного ассортимента на крестьянском рынке Якутска. Однако цены на картофель по сравнению с августом заметно снизились. О ценах на главном продуктовом рынке столицы в материале Надежды Саханской. С различных районов республики сюда, на крестьянский рынок города Якутска, съезжаются различные предприниматели, чтобы, разумеется, реализовать свою овощную, мясную и молочную продукцию. Наша съемочная группа также побывала на рынке и готова поделиться подробностями, чем же удивят продавцы в этот раз и какие цены на те или иные продукты. Осень – сезонное время забоя животных и, как следствие, обновления мясного ассортимента на крестьянском рынке Якутска. Свежее мясо обойдется покупателям несколько дороже, нежели в прошлом году. Цена на килограмм начинается от 650 рублей. Привозят мясную продукцию в основном из Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов. Также на рынке можно приобрести фарш, субпродукты. Перешел купить вот говядину свежую, килограмм 700 рублей. Качественное, хорошее мясо. Я же сам из Верхоянского района, севера, вот поэтому сразу видел, что хорошее, свежее мясо. Сразу вот выбрал. Цены на картофель по сравнению с августом заметно снизились. Сейчас килограмм картошки обходится примерно в 80 рублей. Капуста сорта «Слава» обойдется покупателю в 35 рублей. Цены на лук начинаются от 70 рублей. Ну, капусту нашу хорошо берут, картошку тоже. В основном свои клиенты знают нас. Город маленький. Много. Ну, где-то тонн-два капуста идет и полтонны картошка каждый день идет. Молоко свежее вчера пришло. Это натуральное. 30-50. 2 бутылки. Хорошо. Большим спросом пользуется и молочная продукция от местных производителей. На всех прилавках цены представлены примерно на одном уровне. Люди в основном покупают масло, молоко и сепараторские сливки и творог. Еще вот эти сливки, которые на кёрчах. Сливки на кёрчах. На прилавках традиционно есть и местная рыба. Можно приобрести как соленую и копченую, так и свежезамороженную осеннего улова. В целом же жители и гости Якутска предпочитают покупать продукцию именно на рынке. Говядина 650, яйцо по 140, по-моему, десяток. Ну и сало кусочек до 200, соленое взяла местное, до 250 рублей. Ну где-то грамм 400, наверное. Если бы не нравилось, я бы не ходила. Качество нормальное. Выбор на любой вкус и размер кошелька. И, что немаловажно, товары местного производства из различных районов республики, от сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств. Ну а самое главное – это свежая продукция, за которую изготовитель, разумеется, несет ответственность. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. Более 1000 семей Якутии получили субсидии на газификацию в этом году. Регион перевыполнил годовой показатель по программе соцгазификации.
Напомним, проект был инициирован президентом Владимиром Путиным. Он дал поручение регионам выдавать нуждающимся гражданам субсидии на газификацию, сумма которых должна быть не меньше 100 тысяч рублей. Население Якутии получает субсидии выше – 150 тысяч рублей. Кроме того, по поручению Айсена Николаева в этом году получателями матпомощи на газификацию станут ветераны боевых действий и военнослужащие, принимающие участие в спецоперации. Так, в этом году заключили более 3200 договоров. Также асфальтирование дорог завершили в Якутске. Приемку по 24 объектам проведут в ноябре. Так, в столице республики асфальтировали проезжую часть на 27 объектах протяженностью почти 30 километров. Сегодня ведут укладку тротуаров, обустраивают парковки и автобусные павильоны, бордюры, устанавливают ограждения. Также подключают линии наружного освещения. На проезжую часть наносят разметку, устанавливают дорожные знаки. Полностью дорожные работы завершены и сданные по улицам Федора Попова, Авиаторов, переулку Энергетиков. Также готова подъездная дорога к кардиодиспансеру на улице Мерзлотная. А на пресс-конференции обсудили запуск нового приложения якутских разработчиков «Обращайся». Уникальный сервис разработан в Якутии для взаимодействия между госведомствами, гражданами и бизнес-структурами для решения жизненных вопросов. Кроме этого, «Обращайся» создаст среду для взаимодействия с гражданами. На данный момент в приложении прошли регистрацию более 160 наследников и предприятий республики. Напомним, что «Обращайся» в сентябре вошло в топ-35 приложений России на платформе App Store. Имеются каналы. Это каналы, которые уже зарегистрировались у нас. У нас сейчас регистрируются разные бизнесы, в том числе рестораны, доставки. Регистрируются администрации наследников. И также у нас самое интересное, то, что заработала социальная сеть. Уже можно создавать свои личные каналы. Стать мамой – это большое счастье. Кто-то планирует беременность годами, а кому-то такое счастье приходит неожиданно. В честь празднования Дня матери в Национальном центре медицины торжественно выписали новорожденных. Сколько мам и малышей отправились домой, узнала Галина Чекурова. У семьи Мироненко произошло большое событие. На свет родился долгожданный первенец. По словам новоиспеченной мамы Валентины Мироненко, роды прошли без осложнений. Девочка родилась здоровой, и теперь Валентина и Владислав готовы с честью носить звания мамы и папы. Мама – это, конечно, вообще что-то очень нежное, очень трогательное. Быть мамой – это просто невероятная радость, но и такая большая ответственность и такой внутренний все равно страх, переживание за своего малыша, но безмерная любовь. Просто мама – это любовь, это все. Ну, очень сильно рад был. Это, да, как сказала уже Валя, это очень долгожданно было, и мы были очень счастливы. Ну и когда она родилась, это просто ни с чем не сравнимое ощущение. Безумное счастье и любовь с первого взгляда. Вместе с дочкой Валентины в торжественной обстановке выписались еще 4 ребенка. Среди них долгожданный сын семьи Ивановых Алеша. Ребенок у нас третий, первые 2 девочки. Поэтому, когда узнали, что мальчик, очень-очень обрадовались. Кесарева было 3, поэтому роды были сложные, но все закончилось хорошо, поэтому мы счастливы. Быть мамой – это счастье. Мы ради этого живем. Ради детей. Поэтому очень здорово быть мамой. В торжественной обстановке матерям вручили подарки, которые помогут им растить здорового ребенка. Так, женщинам вручили книги, которые помогут правильно выстроить график грудного вскармливания. Сегодня подарили нашим мамочкам такую уникальную книгу «Дневник питания мамы и малыша», которая призвана помочь нашим матерям именно организовать правильное питание своих детей до года, до 3 лет. И самим правильно организовать свое питание, чтобы у них всегда было молоко. Материнское молоко – это залог здоровья, благополучия и иммунитета для наших детей. По словам рожениц, они хотели попасть именно в Национальный центр медицины. Они считают, что в нем работают лучшие врачи и имеется современное оборудование. Отметим, что всего с начала текущего года в центре родилось более 2500 детей, из них 1 тройня и 36 двоень. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Якутск.
Теперь полезная информация для наших постоянных телезрителей. Вещание на телеканалах Якутия-24, НВК «Саха» и «Мамонт», а также на радио «Ты-Тим» будет приостановлено завтра, 19 октября, начиная с полуночи до 12:00 по якутскому времени. Поэтому включайте нас завтра ближе к обеду. Эфиры начнутся с полудня. А вот федеральный телеканал ОТР покажет 2 фильма, связанных с Якутией, 22 октября. Покажут художественный фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова и документальное кино «Интересная жизнь». Пугало рассказывает о жизни знахарки, ведущей отшельнический образ жизни. Героиню ненавидит население села, но при возникновении проблемы она становится единственным шансом на спасение. В 2020 году картина получила главный приз кинофестиваля «Кинотавр». А сюжет фильма «Интересная жизнь» основан на реальных событиях путешествия столичного актера-неудачника на съемки из Москвы в Якутию. 38-й театральный сезон в Нерюнгри стартовал. Артисты театра «Кукол» за это время успели порадовать не только нерюнгринских зрителей, но и показать свои спектакли за пределами республики. Подробности о фестивальной и гастрольной деятельности в сюжете Ирины Лазаренко. В начале октября труппа театра представила свой спектакль «Кюрегей» режиссера Александра Иванова на 5-м Большом детском фестивале. С 29 сентября по 27 ноября в московских театрах будут представлены 50 лучших детских спектаклей со всей России. Художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков. Лауреатов в 14 номинациях выберет детское жюри. Победителей еще 4 номинаций определят взрослые. Все очень доброжелательные. Мы прям удивились, что все-таки это Москва, мы откуда-то приехали. Вообще все было идеально. Нами интересовались, спрашивали, приходили, сидели даже на наших репетициях, пока мы репетировали спектакль «Детский Кюрегей». Вот. Благодарили, говорили, что это так необычно. Но пока нам дали диплом за участие. Вот. И еще ждем результатов. В ожидании результатов фестиваля театр не теряет темпов работы. И уже 15 октября часть труппы отправилась в город Братск с обменными гастролями. В свою очередь, нерюнгринский зритель на днях увидит спектакли Братского театра «Терлямы». Братчане привезли нам замечательный спектакль для детей «Гуси-лебеди» и «Сашенька и медведь». А мы повезли в Братск 2 наших спектакля. Это «Той-той Батур» по героическому эпосу Олонхо и тоже очень веселую сказку «Иванушкина дудочка». Эти гастроли были запланированы еще весной. И вот когда вся организаторская работа завершена, труппы обоих театров нашли время в плотном графике репетиций, фестивалей и проектов, чтобы расширить аудиторию и порадовать зрителей за пределами своего города и региона. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Лучшим ученикам, наставникам, общественным деятелям среди слабовидящих присудили премии имени Ивана Горного. В Республиканской коррекционной школе-интернате увековечили имя Ивана Егорова или Ивана Горного, первого незрячего поэта в республике, автора якутского алфавита по системе Брайля. На мероприятии также презентовали медаль в честь писателя. Она изготовлена из латуни с гальваническим покрытием. Представляет собой диск с выступающим кантом с обеих сторон. В верхней части напечатан якутский алфавит. Данная премия была инициирована в 2021 году Седалищевой Анной Афанасьевной, тифлопедагогом нашей школы. И в прошлом году онлайн отмечалось все это. А в этом году, вот, к нашей радости, данное торжество будет уже живая встреча выпускников школы, учителей, ветеранов. И чему, конечно, мы очень рады. И о спорте. Национальные команды по лыжным гонкам из России, Белоруссии и Казахстана открыли для себя лыжный сезон. Начался он в Алдане с его уникальными климатическими условиями. Еще одно обстоятельство, которое повлияло на выбор именно алданских площадок – санкции Запада, под которыми находятся национальные сборные. Продолжит Руслан Павлов. Алданские лыжные трассы для заслуженного тренера России Юрия Каминского уже как родные. Более 10 лет он привозит сюда национальные команды по лыжным гонкам и биатлону. Кроме того, Каминский открывает Алдан для команд из стран СНГ. Теперь белорусы знают место для тренировок, где в октябре лежит настоящий снег. Единственный минус – расстояние и часовые пояса. Это единственный минус.
Я думаю, что если бы было поближе, здесь бы вообще полстраны бы было, по крайней мере, полстраны России. Думаю, что ближайшие страны тоже были бы в более полном составе. Биатлонисты, наверное, приезжали бы. Вот. Единственное, что пугает, это разница во времени и расстоянии. Сборная Казахстана в Алдане уже не впервой и очень довольна состоянием трасс и их протяженностью. После тренировок в Алдане сборная отправится в Финляндию, готовится к первому этапу Кубка мира и очень сожалеет, что у российских спортсменов нет возможности участвовать в мировых первенствах. Мы очень, переживаем за российских лыжников, биатлонистов, то же самое, что всегда, где наши руководители, кто в международном ФИСе, они поддерживают наших российских коллег. Мы переживаем, конечно, хотим, конечно, чтобы все спортсмены выступали, потому что спорт, он объединяет, развивает культуру. Заслуженный тренер СССР и России Николай Лопухов впервые побывал в Алдане в середине 80-х годов прошлого столетия. Сегодня Алдан может похвастаться не только ранним снегом, но и инфраструктурой. Тут все комплекс великолепный. Именно комплекс. И тут и тир, и стрельбище, и снег. Все прекрасно. Как говорят тренеры, ранние вкатки позволяют определить возможности спортсменов, обкатать новые варианты нагрузок, поработать над ошибками. И здесь санкции и запреты, возможно, лишь укрепляют дух спортсменов, позволяя им набрать новые навыки, тактику и стратегию, которые при случае выведут наших лыжников и биатлонистов на недосягаемые высоты. Да, конечно, плохо, что соревновательная деятельность немножко такая внутренняя будет, но все равно здесь можно поэкспериментировать с какими-то моментами. Ответом на запреты мирового спортивного сообщества станут всероссийские соревнования по лыжным гонкам, которые пройдут в Алдане в конце октября. В них также примут участие национальные команды из Казахстана и Белоруссии. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.